Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня продолжаем серию передач, посвященную роли и месту гражданского общества в Кыргызстане. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступившим Новым годом наших зрителей, наших гостей, пожелать здоровья, счастья, успехов в работе. И те цели, которые вы поставили на этот год, обязательно исполнились. Тема сегодняшней передачи «Патрульная милиция в Кыргызстане» – это начало реформы в правоохранительных органах, вопросительный знак. Сегодня буду с вами я, Галина Давлетбаева. У нас в гостях Тимур Шайхутдинов, сопредседатель общественного объединения «Гражданский союз», член отборочной комиссии патрульной милиции, а также бывший член рабочей группы при Совбезе по патрульной милиции. Ахмедгалиева Джилдес Мелисовна, заместитель начальника управления патрульной службы милиции города Бишкек, полковник милиции. Я хочу вас, уважаемые гости, поблагодарить за ваше участие, за то, что вы согласились принять участие, за то, что вы выделили свое драгоценное время. И приступаем. Насколько мы знаем, несколько раз у нас после развала Союза, несколько раз в Кыргызстане проводилось, были попытки, да, по реформированию органов внутренних дел, писались концепции по реформированию. Но делались это как-то, просто была какая-то имитация, да, как мы говорим. Создали новые какие-то рабочие группы, переименовались отделы, покупали технику, машины и так далее. Но дальше этого дела не продвинулось. Почему? Почему реформа не пошла? Тимур, вам вопрос. Во-первых, добрый день. Телезрителям тоже. Почему реформы у нас не двигаются, в особенности в правоохранительной сфере? Очень просто. Отсутствие ясной, четкой, сильной политической воли на реальные реформы. Да, они декларируются, да, они обещаются, но конкретных шагов нету, не было во многих сферах, потому что не было политической воли. Первая причина. Вторая причина связана с тем, что, чего греха таить, есть генералитеты, есть высший руководящий состав, который не всегда заинтересован в реальных реформах. И третье. Мы, общество пока, гражданское общество в том числе, не можем в должной мере генерировать конкретные предложения, потому что, да, критиковать, слава богу, мы все научились, это, собственно говоря, неплохо, но предлагать какие-то конкретные решения, что-то ясное, каким образом реализовывать реформы, в том числе милиции, многие из нас пока еще не в состоянии. В результате мы были свидетелями долгих десятилетий имитаций. Люди критикуют, надо что-то давать, нужно что-то обещать, и мы, общество, страна, да, имитировала реформы. Вот в милиции в том числе, но не только в милиции. Любую службу возьмите, у нас многие реформы лишь декларировались, принимались красивые программы, но они не доводились до логического конца. Собственно говоря, через год, через два даже забывались, чтобы через несколько лет принять новые реформы. К сожалению, это одна из главных причин, почему у нас реформа милиции, такая глобальная, настоящая реформа, она не состоялась. Имитации были, да? Имитация, мы живем имитациями. Да, страна живет имитациями. Поскольку у нас сегодня тема посвящена патрульной милиции, и вот хочется сказать, что в Кыргызстане уже создавали патрульную милицию, да? В 2016 году тогдашний премьер-министр Темир Сариев выносит решение о создании патрульной милиции, объединяется патрульно-постовая служба и служба по общественной безопасности дорожного движения, да, и создается патрульная милиция. Но были тогда обещания, что это будет работать, что это начало реформы. Приходит на смену премьер-министр Сапар Исаков. Он, наоборот, то, что создали тогда патрульную милицию, он разъединяет, создает управление по обеспечению общественной безопасности, по обеспечению дорожной безопасности, то есть разъединяет ППС опять и становится служба дорожной безопасности отдельно, да? То есть возвращается на круги своя.
Ну, у меня вопрос. Почему создана в 2016 году патрульная милиция не заработала? Какие были на это Анализировали? причины? Анализировали? Вообще, почему важно? Вообще, почему мы начали, да, и говорить стали о том, что вот именно вот эта служба, с которой нужно начинать. Если государство пока не способно делать большую глобальную реформу милиции, нужно с чего-то начинать. И вот патруль – это тот как бы кирпичик, с которой можно начинать реформы в правоохранительной системе. Потому что, чего греха таить, система ГАИ, по-старому, если по-советски, да, как она называлась, одна из самых коррумпированных, и большой такой уровень недовольства со стороны общества именно вот к этой службе был. Кроме того, именно эта служба самая низовая, и простой человек редко сталкивается с оперативными работниками, со следователями. Чаще всего там патруль, пеший патруль это был или же сотрудники ГОБДД, там, ДПС, ГАИ и так далее. Поэтому нужно начинать прежде всего, если мы хотим с чего-то начинать, то нужно начинать именно с этой службы. И в 2016 году, да, действительно такая попытка была. Ее начинал тогда Мелис Турганбаев, на тот момент министр внутренних дел. Идея была хорошая, но она была не доведена до логического конца. Во-первых, не был решен вопрос денег. Мы знаем, мы разговаривали с сотрудниками, они жаловались, что им просто сказали: ребята, вы должны ездить, патрулировать, бензина у нас нет для вас. Вот вы как-нибудь, ну, есть там 3 литра или около того в день, а все остальное вы сами находите. То есть уже с самого начала, даже на этом примере, была заложена коррупционная такая вот составляющая. Откуда патрулю брать тот же самый бензин? Кроме того, это было техническое слияние. То есть вот был ППС, вот был ДПС, мы его объединили, теперь те же самые сотрудники, они должны вот ездить теперь вместе. А выгоднее все-таки для любого патруля заниматься машинами. Соответственно, не было обновления кадров, не было нормального распределения обязанностей, да, кто чем должен заниматься. И лишь месяц, пока пиар-эффект требовался тогдашнему министру, ну, мы уважаем его тоже, да, были хорошие идеи у Турганбаева, но пока нужен был пиар-эффект, патруль ездил. И никто не стоял вдоль дорог с жезлами. Прошел месяц, прошло 2 месяца, и все вернулось на круги своя. И, как мы знаем, да, вопросы патрулирования вообще помимо дорог, они отошли у этой службы на второй план. И в результате люди стали разочаровываться очень быстро. Они увидели опять людей с жезлами, сотрудников с жезлами. И тот момент, когда Сапар Исаков пришел, я не знаю причин, почему, да, вот какие-то, может быть, политические были причины, которые нам неизвестны, но общество уже тогда разочаровалось. И когда он разъединил обратно, да, вот эти две службы, никто особо по этому поводу не горевал, в том числе нас. Наша организация, которая, в принципе, давно выступала за создание универсального патруля, потому что мы поняли, что это было не то, что начал Сариев, Турганбаев, это было не то, что хотели мы и что хотело общество. То есть финансовая поддержка Финансовой не была, поддержки то это кадровой одно из главных задач, да? не было Не финансового обучены обеспечения, были. не было нормальных распределений обязанностей, кто чем должен заниматься, не было нормальной системы оценки, которая бы ориентировала не только на дорожную безопасность, но и на вопросы поддержания общественной безопасности, реагирования по телефону 102 и так далее, и так далее. Все эти вопросы, они вроде бы мелочь для непосвященных, но они не дали возможность этой службе быть устойчивой и продержаться больше нескольких месяцев. Все вернулось на круги своя, потому что стоять с жезлом, с палочкой, да, оказалось просто, если говорить откровенно, выгоднее для многих инспекторов, чем там, патрулировать и так далее. Я встречалась в МТУ с представителями квартальных комитетов,
председателем ТСЖ, и вот как-то они сказали, что вот раньше, именно вот как раз про патрульную милицию, которая создалась в 2016 году, они сказали, вот была патрульная милиция, они даже не поняли, что ее расформировали, что ее уже нет. Они говорят, вот была патрульная милиция, между прочим, она, оказывается, приезжала, выезжала по вызову и как бы быстро реагировала. Люди успели как-то, ну, те, которые больше связаны, да, как соприкасались с патрульной милицией, они успели уже понять. И потом они уже не поняли, куда они делись, что случилось. И вот тогда мне пришлось объяснять, что уже ее расформировали, ее нет. Они пожалели об этом. Ну, кстати, само руководство МВД в частных беседах утверждали, что проблема создания вот того ГУПМ, да, Главного управления патрульной милиции, которое было в 2016 году создано, оно также привело немного к увеличению, ну, это по их мнению, ДТП, да, нарушение правил дорожного движения. То есть действительно эта служба, она, к сожалению, со многими задачами не справлялась, и в том числе с дорожной безопасностью. Поэтому, когда все это расформировали, ну, немногие на самом деле горевали, может быть, кто-то из МТУ помнил, но немногие. Хорошо. В 2018 году по поручению тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова была создана экспертная группа по реформированию органов внутренних дел и по обеспечению общественной дорожной безопасности. Да? И в конце этого года группа предлагает объединить патрульно-постовую службу и службу дорожной безопасности и создать патрульную милицию. Жээнбеков поддерживает эту инициативу, и на встрече в том же году, на встрече в резиденции Аларча с представителями гражданского общества, там поднимается вопрос о реформе в органах внутренних дел, и он предлагает возглавить рабочую комиссию и рабочую группу, а также возглавить рабочую комиссию по отбору патрульную милицию гражданского общества, в частности, Тамилану Ибраимову. Это была, я думаю, что очень большая такая политическая воля отдать управление, да, именно это очень такой важный вопрос в руки гражданского общества. И у меня такой вопрос, просто коротко рассказать, как работала эта рабочая группа, какие были проблемы, к чему пришли. Ну, рабочая группа была создана, возглавил ее, правильно вы сказали, гражданский человек Тамерлан Ибраимов, эксперт, политолог. И также от гражданского общества вошли туда Азамат Акинеев, специалист в сфере экономики, финансов, и ваш покорный слуга Тимур Шихудинов. Также были со стороны МВД замминистра, заместителем руководителя рабочей группы был секретарь Совета Безопасности, люди были с ГОБДД, руководитель ГОБДД. И, в принципе, вот такой небольшой состав, который позволял, на мой взгляд, учитывать позицию как силового блока, так и, получается, гражданскую, да, позицию, которую выражали мы троем. В целом, да, довольно быстро мы пришли к идее, что нужно патруль все-таки создавать универсальный, то есть универсальный, который будет заниматься и дорожной безопасностью, и общественной безопасностью, реагировать на вызовы 102, потому что к этому не потому, что в 2016 году что-то было и не получилось, а потому что в мире так. То есть это не мы первые, да. В мире не так часто просто какие-то сотрудники стоят с палочкой и занимаются только этим, да, ловя нарушителей дорожного движения. В мире есть универсальный патруль. Были сразу высказаны предложения, что нужно обновлять состав, потому что многие сотрудники не могут. То есть у нас была такая гипотеза, да, убеждение, не могли оставаться в новой службе, потому что запятнали честь мундира. Значит, нужно обновление кадров. Со стороны представителей МВД была попытка сделать это все закрытый конкурс, то есть когда только сотрудники милиции будут участвовать в первом этапе, и лишь на оставшейся вакансии, если после первого этапа конкурса
оставались бы вакансии, то тогда, да, открытый конкурс. Но мы тогда довольно четко, вот наша гражданская позиция и наша организация, Гражданский союз, мы заявили, что мы в этом участвовать не будем, мы настаиваем на открытом конкурсе. И поскольку, да, была определенная политическая поддержка и была определенная политическая воля, наша позиция здесь взяла верх. И было принято решение обоюдное, что будет открытый конкурс, и все смогут участвовать на равных. Понятно, что никто не будет исключать вопрос опыта предыдущего. Понятно, что на руководящей позиции не может человек с улицы прийти. Мы это тоже понимали. Но конкурс был открытый. И было принято решение, оно было утверждено постановлением правительства. Были проблемы, связанные с деньгами, потому что у Минфина всегда денег нету, ни на что. Но в итоге они изыскали, да, средства, получается, на 1 год, на 2-й год. И вот это привело к тому также, что была увеличена заработная плата почти в 2 раза. Да? Почти в 2 раза. И мы очень гордились этим, потому что если мы не обеспечим нормальным уровнем довольствования, да, сотрудников, это все равно будут коррупционные риски. Почему было важно именно участие гражданского общества в комиссии? Пример, когда понятно, что силовой блок заинтересован в продвижении интересов силовиков. Да? Открытый конкурс должен был быть. Надо было привлечь новые свежие кадры. Да? Мы даже вот думали о 50%. Не получилось до 50% это довести. Во многом потому, что не так много желающего было. Да? Не так много, как хотелось бы. Но идею обновления кадров – это вот то, что мы от начала до конца провели. И это благодаря нам, благодаря Тамерлану, благодаря Азамату, благодаря нам. И если бы это было бы отдано только бы представителям ведомства, то никакого серьезного обновления кадров бы не было. И общество, опять бы патрульная милиция была бы создана, поменялись бы вывески, реального изменения не произошло бы. Хорошо. Комиссия по отбору сработала. Приняли участие гражданские лица, как хотелось, да, гражданскому обществу, и приняли участие бывшие сотрудники, потому что они были выведены за штат, да? Бывшие сотрудники того же ГУБДД пришли, по-моему, из других структур, да, министерства. Это очень хорошо. И вот у меня вопрос к Джилиз Мелисовне. Вы прошли конкурсный отбор. Почему вы пошли на это? В системе МВД вы работаете уже более 20 лет, да? Знакома эта структура. А вот, как мы в простонародье говорим, ГАИ, вы работаете первый раз. Добрый день, уважаемые зрители. Пользуясь случаем, тоже присоединяюсь к поздравлениям с наступившим Новым годом и надеюсь, что Новый год принесет самые лучшие исполнения желаний по сравнению с прошлым годом, который был для всех тяжелый. Относительно вопроса, узнав о проведении конкурса, да, действительно, для того, чтобы попасть в систему органов внутренних дел, любому гражданскому лицу необходимы определенные навыки. То есть это должен быть какой-то опыт работы или обязательно, чтобы был закончен специализированный вуз, в данном случае академия. И этот конкурс, я думаю, позволил очень многим лицам, которые пришли с гражданки, пройти, и у кого-то, может быть, исполнилось желание или мечта попасть в милицию, ну, потому что, как ни крути, а погоны налагают определенную ответственность, это даже отчасти романтично. В моем случае, да, строевое подразделение, наружное подразделение для человека, который больше времени проработал в центральном аппарате, большая нагрузка, но подав на эту должность, я исходила в первую очередь на открытость и прозрачность данного конкурса, и я не ошиблась. То есть в данном случае действительно я согласна с Тимуром, что конкурсный отбор проходил с участием всех членов комиссии достаточно открыто, прозрачно. Вот в последние годы увеличивается количество женщин в структурах, и, нужно сказать, даже и в руководящей должности, да, и то, что вы стали
прошли конкурс и стали заместителем начальника управления патрульной службы милиции в Бишкеке. Это говорит, наверное, много. Коллектив мужской, чисто мужской, да, тем более такая военная, можно сказать, структура. Как вам работать среди мужчин? В моем опыте Управлять есть ими. работа именно в мужском коллективе, но строевое подразделение, еще раз повторюсь, это нечто другое. Конечно, бывает, встречаются мужчины, которые очень плохо знакома анатомия, они все время со мной тягаются с какими-то разными моментами физического характера. Вот. Но в целом я соглашусь, вы помните, наверное, Канат Сарыныч, начальник ГУВД, сказал, для того, чтобы женщина, особенно в строевом подразделении, действительно как-то руководила или вот на каких-то уровнях это нужно чем-то жертвовать. То есть либо ты выбираешь какой-то образ жизни семейный, либо ты выбираешь профессию. А так, да, у нас в системе патрульной милиции есть количество девушек, но это где-то, допустим, не 10% желаемых, а 5% от общего количества. Служба порой бывает достаточно тяжелой, а не даже романтичной, я бы так сказала. Понятно. Вот патрульная служба создана. Какие их функциональные обязанности? Поскольку были раньше действительно проекты, они, может быть, заложили какую-то основу, но не имели логического конца. Я соглашусь действительно с Тимуром. То есть проекты вроде бы начало хорошие, инициативы хорошие, не имеют какого-то окончания, но на данном этапе, поскольку в реализации данного проекта я участвую сама, могу сказать, да, есть много хороших отзывов, конечно, и достаточно критики, но показательно патрульная милиция работает, и как проект я очень надеюсь, что она получит свое продолжение. При отборе подавали и граждане с гражданских вузов. Как работает с ними? Все-таки вот эта вот работа для них новая. Трудно ли им? Есть ли помощь со стороны руководства? Ну, каждый случай, в нашем случае индивидуален, конечно, руководство старается поддерживать, но я здесь оговорюсь, что не показатель, что если ты проработал в органах внутренних дел, то у тебя получится это лучше. Иногда некоторые сотрудники, вот наши уже действующие, которые пришли с гражданки, здесь очень много зависит от сообразительности, от каких-то навыков, от того, насколько человек может получать эту информацию, впитывать и уже применять ее на практике. Я сторонник больше такого мнения, нежели чем такого количества, больше качественного подхода. Спасибо. Прошлый год был, конечно, тяжелый, пандемия. Она охватила всю нашу жизнь, все госорганы, это бизнес-структуры, это население, все были озабочены и охвачены этой проблемой. И у меня такой вопрос, были ли трудности в это время, какие они были? Была ли помощь со стороны гражданского общества, от населения, от бизнес-структур, и какая? Вот, можно начать с Тимура, да. Вообще была бы... Трудности, наверное, Джилдас Мелисовна будет логичнее. Вообще для нас, я уже сейчас не вот от нашей рабочей группы, а вот организации, да, наверное, Да. Гражданский союз, мы немножко испугались ситуации с ковидом. Не только потому, что это ковид, конечно, а потому что это был очень серьезный вызов патрульной милиции. Изначально же идея была сервисный характер, служение обществу. И тут случается ковид, случается режим чрезвычайного положения, довольно жесткий, ставится задача контролировать, а там, где контроль, там и, может быть, агрессия, да? Там, где контроль, там иногда коррупция, вот, и даже вернули руководство, да? Вернули жезлы, да, как мы знаем, на тот период. И мы немного испугались, потому что мы понимали, что из-за вот этой ситуации патруль не может был такой риск не выйти патрулем, выйти таким уже ГАИ, таким жестким, да, то есть вернуться на круги своя, да. И в принципе, да, какие-то такие сигналы были нехорошие, но мне кажется, патруль, вот эту ситуацию он пережил. То есть, по большому счету,
серьезных таких изменений в поведенческом не произошло. То есть, да, ситуация была, но после этого, как режим чрезвычайного положения завершился, все откатилось назад, да? В хорошем смысле слова. Вот. А что касается помощи, ну, помощь патрулю или милиции в целом, но люди помогали. Мы, например, вот, например, наша организация, да, Гражданский союз, наши партнеры, бизнесмены, мы скидывали, чтобы приобрести в меру наших возможностей какие-то маски, да, медицинские, антисептики, да, и вот эти дождевики тоже попросили у нас. Потом, когда стала задача, мы стали понимать, да, и руководство патрульной милиции, что нужно все-таки обучение поддерживать, да, сотрудников, мы смогли изыскать средства, по большому счету, наши средства даже, да, не доноров, а наши средства и наших партнеров, и, там, бизнесменов, чтобы приобрести этот проектор, да, для патрульной милиции, экран, да, чтобы обучение было. Вот такая помощь была, ну, я так понимаю, что и обычные граждане тоже как-то помогали. Ну, наверное, Джилдас Мелисовна лучше знает. Это мое мнение. Любые сложности – это в первую очередь проверка на прочность. Поэтому я действительно благодарна на тот момент населению. Было всем тяжело, но вот эти блокпосты отдельные граждане приходили, кормили. То есть находились люди-меценаты, которые вот от себя кормили не только сотрудников органов внутренних дел и патрульной милиции в данном случае, но и тех, кто находился на блокпостах. Поэтому большая благодарность вот тем людям, которые сконцентрировались. И это как показатель того, что да, наши граждане достаточно сознательно идут к решению таких сложных вопросов. Вот. Но в нашем случае, да, мы несли службу практически в круглосуточном режиме. Многие жили на местах, дневали, ночевали. Но через вот эти сложности, я думаю, человек учится. Это в первую очередь для него положительный опыт. Этот опыт сотрудники патрульной службы милиции приобрели. Я думаю, какой плюс был то, что никто же не ожидал такого действительно, чтобы это было во всем мировом пространстве. Такая вот беда наступила для всего мира. И я думаю, что все граждане, и сотрудники, и госслужащие, они прям показали себя самой лучшей стороной. Отлично. Тимур, ты сказал уже, что именно со стороны Гражданского союза была такая-то помощь. А вообще, кроме вот технической помощи, какую помощь может оказывать вообще гражданское общество? Те же самые неправительственные организации. Милиции. Да, патрульной милиции, вообще органы внутренних дел. Вообще может, на будущее. На будущее и вообще какие? Например, может быть, какую-то методологию разрабатывать, какие-то смотрите, вопросы да, к нам каждый решает обращаются. сам, как поддерживать или не поддерживать. А в принципе, когда ребята вот сафари, да, и какие-то такого рода группы ищут там недостатки и говорят об этом, это тоже помощь. Ну, я так думаю, да? А это помощь, потому что это как бы стимулирует становиться лучше и не скатиться там к каким-то плохим вещам, да? Это тоже помощь. А разработка методологии, вот сейчас, мне кажется, что там вопросы оценки, как оценивать патруль, как мотивировать сотрудника, чтобы он работал лучше, какие-то вот стандарты поведения, стандарты работы, да, службы, тоже, да, они нуждаются в совершенствовании, мне кажется. Техническая помощь, она тоже нужна. Помощь в обучении, да, вот, например, мы попытались, да, вот там как-то привлечь, например, специалиста по психологии, да, для того, чтобы она, да, специалист, дала базовые знания по вопросам психологии, потому что работа с населением, она требует соответствующих, да, психологических знаний. Где-то с агрессивным человеком, а где-то, наоборот, помочь человеку, который, например, стал жертвой преступлений. Патруль – это первый, с кем этот человек, например, жертва, да, соприкасается из милиции. И, значит, нужно знать, как вести себя. Мы эту помощь оказали. И я думаю, что и остальные организации тоже могут помочь. Например, в плане обучения навыкам
первой медицинской помощи. Хотя знания уже базовые есть, насколько я понимаю, но это можно развивать. Вопросы прав человека, вопросы взаимодействия с людьми, безусловно, гражданский контроль, помощь в налаживании работы тех же пресс-служб. Потому что, в принципе, все пресс-службы государственных органов, ну, хромает, да, работа. Это везде. Потому что, ну, как бы специалисты по вопросу медиа, они туда, они хотят больше зарплаты, да, они не пойдут в государственные структуры. Значит, здесь тоже нужна помощь, да, чтобы не для того, чтобы пиар, там, создавать какие-то потемкинские деревни, да, а для того, чтобы наладить контакт между той же патрульной милицией и людьми, чтобы патрульная лучше рассказывала о своей работе, да. И вот в этой связи, да, помощь, она всегда требуется, и всегда есть риск, что все откатится назад. Потому что, ну, это у нас, это же история Кыргызстана, да, мы делаем... Денис Мельцев, у меня к вам такой вопрос. У меня создали патрульную милицию. Она работает. Патрульную милицию. Она работает, да? Уже больше года, да? Есть же какие-то показатели? Стало лучше? Есть у вас какие-то показатели? Что говорит население? Все-таки ваши сотрудники они больше общаются с гражданами, населением? Есть положительный результат? Я Это зависит сама работаю в судьба патрульной милиции, патрульной если я сейчас буду милиции. хвалить вот такие замечательные, это будет не совсем объективно, да, то есть мы изучаем критику, комментарии, то есть любые высказывания для меня все интересные, есть и положительные отзывы, там какие-то поздравления, или вот был найдены дети, либо еще что-то, очень много положительных. Есть и достаточно критики, просто хотелось бы, чтобы критика была конструктивная. Ну и, конечно же, я думаю, что вот действительно, когда велся отбор кадров, понимаете, у сотрудников, которые уже проработали, вырабатывается определенная схема, метод работы. То есть уже все-таки подразделения, которые больше подчиняются уставам. Приходят гражданские, у них несколько другое видение, больше творческий подход, и в совокупности все это как бы дает хорошие импульсы такие, знаете, то есть все друг друга учат, да, дополняют. Поэтому вот, допустим, у нас в начале, когда мы только начали работать, при несении службы обязательно был сотрудник раньше, который работал в ППС, и один из ГАИ. То есть по ходу несения службы они обменивались опытом и делились какими-то навыками. То есть это очень полезный опыт для всех. Поэтому вот такая интеграция со всех служб с гражданского общества наших сейчас сотрудников дает действительно положительный опыт. Нам поступил вопрос от зрителя Дили Юсуповой. Изменилось ли финансирование после реформ? И второй вопрос. Обещали выкладывать все материалы по отбору в прямой доступ. Почему это не произошло? Доступу, насколько я знаю, доступ он был для журналистов открытый. Записи, да, нет, не сделали. Не могу сказать, почему. А первый вопрос. Изменились ли финансирование? Изменились ли финансирование? Прошлый год, 2020, те средства, которые были заложены еще в комиссии, обсуждены, они были выплачены. Вот сейчас новый 2021 год, и мы надеемся, что продолжение реализации проекта уже как более стабильно в 2021 году будут выплаты. Наверное, всем известно, что дополнительно к заработной плате к нам в качестве бонуса каждому сотруднику выплачивают 10 тысяч. Это про вот то, что говорил Тимур. А вот насчет вот этих бонусов, насчет финансирования, на самом деле мы знаем, что Кыргызстан, как и, в общем-то, весь мир, переживает не лучшие финансовые экономические времена. И желание государства, правительства что-то отсечь, где-то сэкономить, оно понятно, и оно будет. Я бы не хотел, вообще, ну, как бы это позиция, наверное, нас всех, да, которые здесь присутствуют, чтобы это сказалось на патрульной милиции.
Каждый раз, я так понимаю, вопрос продлевать вот эти бонусные, вот эти выплаты дополнительные, он решается. Он решается, например, раз в полгода где-то, да, правительством. И если сейчас они это отменят, то это станет дополнительной угрозой для того, чтобы коррупционное поведение сотрудников, оно возвращалось. Оно возвращалось. Поэтому здесь нужно понять, где приоритеты государства. Если приоритеты, чтобы одна из служб, которая ближе всего к людям, которая, по идее, должна вот чаще всего взаимодействовать с людьми, чтобы она оставалась, и она становилась лучше, то вопрос финансов урезать ни в коем случае нельзя. Вот. А что касается открытости, ну, понятно, что отбор, вот прям 100%, чтобы выкладывание, действительно это не было сделано. Да. То есть имена, например, кто прошел каждый этап, были. То есть, например, ОРТ публиковались результаты, да, с баллами. То есть это первый этап. Потом физкультура, да, результаты тоже публиковались на сайте ГУБДД. Потом собеседования публиковались, прошел, не прошел. На этом этапе, да, доступ к журналистам, кто приходил на собеседование, абсолютно никогда не ограничивался, кроме момента обсуждения внутри нас кандидатур, потому что могли вытащить, например, данные из его личного дела, а это секретная информация, насколько я понимаю, и мы не могли это делать в присутствии внешних лиц. Но интервью, да, это было открыто. Ну, понятно, что на будущее, конечно, вопрос обеспечения онлайн-трансляции интервью каждого, он должен быть решен. Это придаст больше доверия, конечно. Это правда. Да, вот отборочная комиссия работала, да? На каком этапе вы могли участвовать в гражданском обществе? Да? Именно участвовать. Или вы могли участвовать на всех этапах? Не, ну как, смотрите, вот ОРТ это тест, да, как бы логическое, на логику, да, чтение и понимание текста. Почему взяли ОРТ? Потому что нам специалисты сказали из СОМО, что чтобы разработать специальный тест, это потребуется год. Протестировать его там, это нету времени на это. Взяли поэтому тест для старшеклассников, ну, потому что он не про знания в школе, а про логику. Первое. И он более-менее независимый, потому что на ЦОМО повлиять кто-либо не мог. Ну, по крайней мере, мы этого не замечали, чтобы кто-то влиял. Второе, здесь мы здесь могли только присутствовать со стороны. Мы даже не могли слова там сказать во время этого теста. Мы могли только наблюдать со стороны, ни в коем случае никак не вмешиваясь. И мы это делали. Но мы делали это как дежурство, да, по очереди. Наблюдали. Второе, физкультура, да. В физкультуре мы тоже не могли принимать эту физкультуру. Это делало само МВД и специальные сотрудники. Хотя, честно говоря, я, например, предлагал, чтобы это забрали у МВД, отдали, например, физкультурному институту для честности. Но эта идея не прошла. А мы лишь наблюдали. Мы наблюдали, ходили, там смотрели, кто приходит, кто сдает, кто как сдает. И, ну, понятно, в ВВК мы никак повлиять не можем. Мы же не будем тестировать, да, человека медицинский, не знаю. Здесь мы даже не наблюдали ВВК. А что касается собеседования, вот это финальный этап, мы непосредственно участвовали. Мы непосредственно проводили интервью с каждым кандидатом, и после того, как там каждый кандидат выступит, мы голосовали. Если оставались вопросы, если была конкуренция на позицию, каждый из нас высказывал свое мнение. Но это уже было не в присутствии кандидатов, а между нами, за закрытыми дверями. И большинство, как принимало решение, а там 50 на 50. 50 МВД представителей, 50 от гражданского сектора процентов. И вот так проходили решения. Плюс мы могли еще ходить на работу, вот, на процесс обучения. Да? Когда в Академии МВД был курс 2,5 месяца, да, он длился, мы могли приходить, наблюдать, спрашивать, как проходит обучение, но не более. То есть там уже мы никаким образом напрямую не вмешивались. После отбора все проходили обучение, да, 2,5 месяца, да?
А, Сдавали экзамены после выпуска? Конечно, после полученного курса обучения по всем проходили. вводным, да, предметам, и опять-таки та же физкультура, боевая подготовка, мы повторно сдавали экзамены и зачеты, и даже на какой-то момент те отобранные кандидаты, которые прошли конкурсный отбор, вот про который говорит Тимур, отучились, но не могли какой-то сдать предмет, и уже в последующем комиссионно, на них просто не выходил приказ. То есть есть такие факты. Часто задают вопрос, смотрят сюжеты, да, когда патрульная милиция ловит, так скажем, преступников, нарушителей и так далее, применение силовых приемов и так далее. Насколько обучены сотрудники этим приемам? Обучаются ли, продолжают ли? Нужно ли? Ввиду усиленного несения службы на период ЧП и ЧС, а также вот перед выборами у нас сотрудники как бы несли службу, и индивидуальные занятия, возможно, спортивными какими-то видами спорта, только в этом случае, а не так, чтобы массово у нас ходили, потому что вы помните, что был запрет на какие-то массовые сборы или занятия. Даже да, но я так думаю, что здесь, понимаете, когда было несколько фактов, когда наши сотрудники там участвовали в какой-то подтасовке именно на основании вызова и не могли там вовремя среагировать. Один из субъективных факторов, в первую очередь, является растерянность, хотя как бы любой гражданин, который может быстро собраться, он всегда найдет отпор. И второе, к сожалению, у нас так заведено сейчас, а может быть, есть в этом плюсы, любой даже нарушитель имеет право в последующем написать, допустим, в прокуратуру или на надзорные органы наши, что вот наши сотрудники там его ударили. Поэтому вот этот момент, когда вот ты действительно не можешь применить силу для того, чтобы, если это такая пьяная драка, не так, чтобы это был грабеж или разбой. Поэтому я думаю, здесь любой сотрудник, ну, во всяком случае, с моих слов, я всегда говорю, вы принимаете решения на местах сами. Любое нарушение выявленное, это будет профилактика, это или будет выписанный протокол, либо это будет сразу передача в районное подразделение, то это ваше решение. Поэтому любой сотрудник принимает решение на месте, как быть по ситуации, да. Хорошо, спасибо. У меня вопрос к Тимуру. Вот в соцсетях пишут, что вот именно с созданием патрульной службы милиции у нас началась реформа в органах внутренних дел. Так ли это? Потому что кто-то говорит началась, а кто-то говорит не началась. И кто-то говорит, что есть критика очень, на самом деле она есть. И мы все должны реагировать на нее должным образом. Началась ли реформа такая вот в целом в милиции? Сложно сказать, потому что мы же не знаем, как дальше это будет развиваться. По-хорошему, это должен был стать вот патруль первым этапом. Да, первым этапом для того, чтобы подтолкнуть другие службы к изменениям. Потому что если все остается лишь на патруле, то на патруле это может и закончиться, и сама система, она же, то есть патруль же не остров в океане, да, он взаимодействует в том числе через подчинение, через иерархические отношения, там, например, ГУБДД, да, ГАИ. Это непосредственно подчинение. ГУВД, МВД, да, есть опосредованное определенное влияние прокуратуры, сотрудника КС, ГКНБ, кто угодно, да. И все это, если не реформировать, все вот эти звенья, то они потянут вниз, в принципе, в целом довольно, я в целом 4 ставлю, да, нашим усилиям, может быть, не 5, но это все будет тянуть вниз. Поэтому будет ли реформа всего УВД, это зависит уже не от нас. То есть от нас только в том смысле, что мы должны требовать и предлагать, но здесь очень правильно вы отметили вопрос, да, что это зависит от политической воли. Вот у нас выборы в президента сейчас, после будет в Джугурку-Кенеш, да, опять повторные выборы, люди, кандидаты, партии должны ставить вопрос настоящих реформ и реализовывать это от начала до конца.
Потому что если этого не будет, то тогда, ну да, вот мы попытались, да, в очередной раз. И в очередной раз что-нибудь там они там поменяли, да, как было в 2016 году, потом в 2018 году, расформировали. Только последовательные реформы дальше, притом жесткие такие даже, в чем-то кардинальные, они могут спасти и патрульную милицию, и спасти вообще авторитет милиции перед обществом. Вот часто говорят о том, что то, что делалось, например, в Украине и в Грузии по созданию патрульной милиции, Грузия хорошо сработала. Но все говорят, что у нас другой менталитет. Кыргызстан — это совсем другая страна, и то, что делалось в тех странах, это к нам неприемлемо. Можно ли согласиться с этим? Что у нас другой менталитет? Да. И то, что вот у них делалось, то... Не, ну менталитет, наверное, если другой. не в один в один, то что-то Ну, перенять. смотрите, мы, кто немножко знает, да, о том, что есть Грузия до времен реформ Саакашвили, кто общается с грузинами и так далее, прекрасно знает, что грузинская действительность того времени, она была ничем не лучше. Там уровень коррупции был просто до реформ был запредельный. Уровень влияния криминала был запредельным. И многие вопросы просто решались через криминалитет. Ну, вообще, Грузия, вы знаете же, там, воры в законе многие, это же не случайно. И реформа патрульной милиции, то есть полиции, да, и после этого всей полиции, да, Грузии, и вообще правовая реформа в Грузии, она привела к тому, что влияние криминалитета, да, высокий уровень коррупции, все это было подорвано. И для нас реформа правоохранительной системы – это тоже шанс для того, чтобы влияние криминалитета было подорвано. То есть у нас очень много похожего с Грузией тех времен, да, до реформаторских времен. И реформа правоохранительной системы, это, как и для грузин, может для нас стать шансом ситуацию изменить. Потому что когда человек увидит и начнет доверять правоохранителю и не идти искать какие-то там черный мир, договариваться и так далее, или идти в суды, а не искать там каких-нибудь криминальщиков и так далее, то тогда это будет настоящая реформа, и тогда мы сможем начать строить нормальное цивилизованное общество. А сейчас этого доверия нет. Для многих легче решать вопросы каким-то там вот незаконным способом, потому что это действенно оказывается. Вот. А в Украине не могу сказать, что у них там получилось. Не изучал так сильно, но я думаю, в Украине проблема стала политической волей в конечном счете. И когда создали патруль, кроме патруля были же и другие службы, и у них началось и перетягивание каната, одеяла на себя, там, одной службы на другую службу. И общество вначале поддерживало, общество в какой-то момент все это очень сильно надоело, интерес спал. И, в общем-то, вот отсутствие жесткой политической воли в Украине, как мне кажется, да, таким не очень таким в качестве наблюдателя, да, не могу сказать, что я знаю много, это может стать причиной, почему многие реформы хорошие в Украине тоже сойдут на нет. Хорошо. Поступил вопрос от нашего зрителя, от зрительницы Асановой. Такой вопрос. Оправдывает ли ожидания патрульной милиции в Кыргызстане? Первый вопрос. И второй. За рубежом, например, патруль помогает гражданам мобильно сопровождать больного до больницы. В Кыргызстане были такие случаи? Не вопрос первый. Да? Оправдывает ли? Ну, смотрите, с точки зрения коррупционности. С точки зрения коррупционности. Ну, какие ожидания были? Помощь, меньше коррупции. Мне кажется. Может быть, у людей какие-то еще ожидания. По коррупционности. Коррупция все-таки меньше стала. При том, что определенные проявления остаются, и мы не можем игнорировать те сигналы, которые идут в социальных сетях. То есть это не может быть на пустом месте. Но при всем при этом мы видели статистику
июле, по-моему, да, это было 2020 года, и мы увидели, что количество протоколов увеличилось. Да. Количество любых нарушений по линии патруля увеличилось. И увеличилось в разы. Это не потому, что всех просто мучают, да, патруль, а потому что раньше при ГАИ, я так предполагаю, больше вопросов решалось полюбовно между инспектором чаще, чем сейчас. В разы. Это статистика говорит. То есть коррупция, возможно, остается, но в гораздо меньшем масштабе. Поэтому здесь оправдало. Хотелось бы лучше, хотелось бы больше контроля, хотелось бы, чтобы коррупции не было вообще, этих сигналов. Это же еще зависит от нас, самих От граждан, всех да, зависит, насколько да. мы на это... От контроля, там, да, Да, от нас, людей. Но я думаю, что это как бы чек, да, это было так или иначе в плюс, то, что произошло. Что касается помощи людям, есть случаи, мы тоже в социальных сетей видим, где люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в каких-то экстренных ситуациях, кому-то помочь, патруль помогает. В том числе там, например, там что-то с машиной случилось, помочь ее там в экстренном порядке, что-то сделать с ней, починить, да, кого-то отвезти в больницу. Такие случаи, Джилдыс Мелис, наверное, расскажет больше, но такие случаи тоже есть. Оперативное реагирование на вызовы. Но когда мы работали вместе с коллегами, опрашивали домкомов, там, ТСЖ всякие, да, квартальные, они говорили, мы не можем вызвать до этих реформ, мы не можем вызывать под милицию, когда, например, драка на улице, потому что они, во-первых, не приедут, во-вторых, они приедут через 2 часа, и в-третьих, они скажут, а зачем вы вообще вызывали, мы вас можем обвинить в ложном вызове, потому что уже драки нету. Конечно, прошло 2 часа. И такие проблемы были сплошь и рядом. Сейчас чаще всего патруль выезжает, практически всегда, да. Я не могу сказать, что, может быть, 100% не владею информацией, да, но практически всегда на такого рода инциденты патруль выезжает. И выезжает довольно быстро. Да, была поставлена задача около 7 минут, возможно, не всегда 7 минут. Учитывая наши пробки, да, и так далее, он может справиться. Но в целом они это делают, и делают это быстро. И здесь тоже чек, здесь тоже стало лучше. Действительно, за сколько минут доезжает патрульная милиция? Относительно помощи, если в продолжение я потом отвечу, относительно помощи, вообще оказание помощи – это человеческий фактор, да, для сотрудников вдвойне. То есть как человек и как сотрудник он должен оказать помощь, но беда приходит, она приходит неожиданно, то есть это не планировано, поэтому, допустим, мы не можем выложить, что столько-то количество раз мы сопроводили или помогли, но любой сотрудник, который видит, что там какой-то момент во время COVID, если это скорая была, мы сопровождали скорую, либо если это роды у девушки начинаются, ее везут срочно, а поскольку со всеми пробками, то есть здесь нужно оперативно реагировать. Наши сотрудники всегда очень оперативно реагируют. Относительно вызовов, если это происходит по городу, как бы по дислокации у всех есть свой квадрат, и в части этого квадрата они выполняют вызовы 102. Кстати, очень большой плюс интеграция по линии 102, 112. То есть мы обслуживаем практически все эти вызовы, они к нам сразу поступают, как только произошел звонок, они к нам поступают, и у нас происходит реакция. Но единственное, это, допустим, может происходить в жилмассивах, или пока вызов один произошел, какие-то праздничные дни, там вызов, драка, либо семейное насилие, последующий вызов может чуть-чуть задержаться, потому что только один мобильный экипаж может обслуживать 1 квадрат. В случае, если он занят, по рации передается, что близлежащие мобильные группы, имеется в виду мобильный экипаж, пусть выезжает на соседний. Но при этом, но при этом хочу оговориться, разделения такой границы по городу же нету, просто это наше личное. Но при этом хотелось бы отметить, в случае какого-то проведения служебного расследования, какая-то вина должна быть определена. Если мобильный экипаж находится на территории по дислокации не свой, то его за это могут наказать. То есть должна быть причина обоснованная его нахождения в другом квадрате. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что в нашем случае мы боремся с последствиями, не с причинами. То есть это эти же пробки, это вызовы или какие-то нарушения, это больше последствия. Это намного сложнее. Хотелось бы, чтобы комплексно к этому мы подходили.
Наши сотрудники помогают, да, и вот здесь вот задается вопрос, есть ли в этом, да, что вот такие случаи есть, сопровождать больного до больницы, если, например, что-то с колесом, да, у машины, помогает водителю. Знаете, вот за рубежом это как бы в порядке вещей, да, а у нас, если такое делать, то в соцсетях сразу, вот сотрудник милиции помогает вот гражданам. Постоянно оказывать помощь. Плюс мне хотелось бы сказать, если вот вы знаете, основные вот наши стратегические улицы — это Советская, Абдрахманова и, допустим, Манаса, бывшая Белинского, то есть там постоянные пробки. И если скоро едет, возьмем отрезок Бакамбаева, Горького, то есть там под мостом никак никто не объедет, правильно? И поэтому, когда поперечные улицы какие-то пробки происходят, это и за счет того, что регулировка проходит по основному маршруту. Вот. Поэтому здесь даже по рации всегда передается информация, вот скорая, нужно, необходимо ее пропустить. Поэтому регулировщик выходит, и до того, как участок будет не проеден, то есть, да. Отлично. Вот смотрите, отборочная комиссия была создана в Бишкеке, потом создается ВАШЕ. Как сработало вот первый этап, да, вот прием? Это было, ну, в плане было создать сначала Бишкеке, потом патрульную милицию, потом ВАШЕ, как одну из крупных городов, да, и потом уже постепенно перейти на другие регионы, то есть по областям. Насколько это вот этот план, да, сработало ВАШЕ, и достижимо ли, что в другие регионы надо ли это? Ну, сейчас, что касается наш состав, то есть был создан новый состав, конечно, по АШУ, с включением там, представителя АША, сотрудники милиции АША, гражданского общества АША. И вот несколько из нас, кто были по Бишкеку, мы тоже вошли в Ожскую комиссию. Тамерлан Ибраимов также остался председателем этой комиссии. И в августе мы проводили отбор, и где-то половина, по-моему, состава отобрана было. Насколько я понимаю, отношения многих жителей Аша, по крайней мере, первые недели работы патрульной милиции в Аше, они были положительны. Это просто мы случайно с коллегами оказались в Аше, мы, конечно, с удовольствием опрашивали там, таксистов, активистов. И многие из них говорили, что ну как-то вежливо, да, вроде помогают, вроде разгружают застаревшие пробки, реагируют на вызовы по телефону 102. И даже руководство УВД города, я вот был на одном круглом столе, они говорили, что криминогенная ситуация, она немного улучшилась. Вот, буквально за неделю. Насколько это устойчиво будет, мы говорить не можем. Но вот первый эффект он был. Руководство патрульной милиции тоже не из числа гаишника, что уже хорошо. То есть это из другого подразделения. Насколько я знаю, он пытается, то есть даже имя не знаю, выстроить какую-то коммуникацию с людьми, показать другой образ милиции, что есть хорошо. Но потом, как, наверное, многие интернет-пользователи знают, и журналисты, нас исключили МВД из состава комиссии по АШУ. То есть все гражданскую, часть гражданскую, Тамерлан Ибраимов, Азамат Акинев, Тимур Шейхудин, Урмат Казакбаев и Джамиля Капарова нас исключили, не сказав нам заранее. Это как бы это на самом деле не наша частная лавочка, это все нормально. Мы не приватизировали реформу патрульной милиции, но я, например, убежден, что гражданское общество должно было сохранить представленность в плане там, баланс, чтобы был. Не мы, так другие. В Аше есть активисты. И не предлагали, их не включили. И это большая ошибка руководства МВД, я думаю, которая может стать причиной провала реформы, как в Аше, так и в будущем. И мы об этом говорили. И, к сожалению, никакой реакции не последовало внятной. Поэтому будет ли это дальше продолжаться? Я считаю, я, например, убежден, что то, что исключили еще так как-то тайно и из-под тишка, да, даже не спросив вообще, кого можно вместо вас,
Я думаю, это было неправильно. И это создает угрозу, потому что, давайте откровенно говорить, баланс гражданских и негражданских, это было еще для того, чтобы уменьшить вероятность коррупции. Сократили ли мы до нуля коррупцию, мы сказать не можем. Потому что, на самом деле, очень много этапов, и где-то встроиться коррупционным проявлением есть места, к сожалению. Но то, что коррупции было гораздо меньше, чем при обычном отборе, я на 100% здесь уверен. Да, вот в соцсетях писали, и те же самые... А когда вы отдаете все в руки сотрудников МВД, какие бы они хорошие ни были, вероятность коррупции становится... Потому что нет контроля, нет баланса. Поэтому, вот, пользуясь случаем, если вдруг руководство МВД нас слушает, да, им привет, да, и хотелось бы, чтобы вопрос представленности, участия гражданского общества в отборе, он был разрешен, потому что люди все видят, люди все понимают, и если 100% отбор осуществляется самим ведомством, даже если вы поставили председателя Совета ветеранов руководителем отборочной комиссии, люди все это прекрасно понимают. Он бывший сотрудник. Поэтому есть риски, да. По идее, что касается вашего второго вопроса, в других городах, это позиция специалистов, не наша даже, да, мы прислушиваемся просто советом к мыслям руководства МВД тогдашнего. Вот я помню, Алмаз Розалиев, да, замминистра внутренних дел, который как раз курировал в том числе эту систему, он говорил, что актуально, чтобы патруль был в городах. Потому что в сельской местности патруль будет зачастую простаивать, там нужна другая организация работы милиции. А вот в городах, крупных областных центров, это было бы актуально, это было бы правильно. Будет ли это? Это вопрос во многом и денег. И в том, чтобы на этом этапе сейчас не был дискредитирован проект за счет отбора. Есть ожские активисты, в Аше очень много, да, на самом деле. Правозащитников. Я задала этот вопрос в декабре, участвуя на одном круге в Джалалабаде. Там как раз начальник ГУВД города Джалалабад говорил, что в городе Джалалабад, в частности, да, вот нужна. Почему я говорю, в регионах тоже. И то, что вот в остальных крупных городах. То, что нужно устанавливать эти видеокамеры, нарушителей хватает и в Джалалабаде, да, и вот это как раз патрульная милиция, она бы сработала, и было бы хорошо. И они какие-то свои меры, да, по преодолению этих препятствий, по преодолению этих проблем, то есть установить видеокамеры и как-то контролировать это. Я думаю, было бы, наверное, со своей точки зрения, было бы хорошо, вот да, конечно, еще формированностью, да, и в Бишкеке, и не закончилось, да, вот, Джилдыз Мелисовна, сколько еще сотрудников не хватает? В продолжение, наверное, Тимур, потому что это было в прошлом году, да, создание новой комиссии, я думаю, пока это носит временный характер, потому что, может быть, на тот период времени это было как необходимость, а вот с наступлением Нового года, каких-то новых реализаций проектов будут привлечены обратно гражданское общество, я даже в этом уверена. И вот как бы в пример приведу, что в конце года приказом нашего министра, сейчас действующего, был как раз подготовлен приказ о уполномачивание, но пока внутренним приказом наших сотрудников по выписке охранных ордеров. То есть если раньше это делали участковые инспектора, то есть сейчас, то есть участковые на местах, да, то сейчас, в принципе, нашим сотрудникам патрульной милиции тоже разрешается, но поскольку это пока не внесено в основной закон, мы вот внутренним решением, механизм не отработан, то есть, допустим, если происходит семейное насилие, а вы знаете, что это один из актуальных вопросов, если происходит семейное насилие, наши сотрудники выезжают, берут жертву, пострадавшую, и, допустим, того, кто совершает это насилие, и уже в районном подразделении решает этот вопрос с выпиской охранного ордера. То есть в любое время суток. Будет это ночь, день, вы понимаете, да? Если механизм, то есть в последующем мы отработаем, то, возможно, уже на местах
возможно будет выписывать этот охранный ордер. Я думаю, что это вот прям правильное решение. Поэтому относительно комиссии, конечно, уверена, что этот вопрос остается открытым. Открытый вопрос. Да. Мы не знаем состав. Что касается охранных ордеров, это было правильное решение, потому что, ну и мы, кстати, тоже, это хорошая новость прям, потому что мы тоже об этом говорили, но вот наша организация, что нужно включить вот этот список тех служб, да, ОВД, которые имеют право выписывать охранные ордера, ну, кроме традиционных участковые уполномоченные милиции, также патруль, потому что зачастую на вызовы по семейному насилию, ну, конечно, патруль и приезжает. И если он ничего сделать не может, то в следующий раз у той же женщины, да, у других женщин, которые становятся жертвами семейного насилия, а нету как бы и желания будет вызывать. Это было правильное решение. Прям вот, я считаю, что это прям вот приятно, да, это слышать. Руководством МВД было принято такое решение. В каком? Это вот конец декабря 2020 года. Поэтому сейчас есть прецеденты, но вот по районам, может быть, 2-3, потому что буквально прошло 2-3 недели, как они прошли обучение, но обучение у нас внутри, как использовать, как это должно по инструкции. И сейчас мы как бы хотели бы отработать механизмы, чтобы это было максимально удобно для граждан. То есть в первую очередь жертв семейного насилия. Да, есть. Но они, знаете, ведь они должны производиться в районном подразделении. То есть он едет на вызов и там же может выписать. Это обычно семейное насилие, если вы как бы обратили внимание, оно происходит когда в вечернее время, да? Ну, как-то вот семейное насилие, но есть какие-то причины побудительные для того, чтобы оно совершалось. Это происходит обычно не в дневное время, либо в утренние часы, либо вечерние. Ну, как бы статистика такая показывает. И по укомплектованности. Да, ну вот, поэтому я думаю, что действительно вопросы многие открыты. Этот год, я думаю, ознаменуется действительно реализацией хороших проектов. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Поэтому все предложения. Мы даже, помню, мэрии предлагали провести экологические рейдовые мероприятия вот, относительно катализаторов, машины, которые каким-то образом, мало того, что, допустим, есть какие-то внешние причины, которые загрязняют воздух, но чтобы это вот было связано с автомашинами, какие-то рейдовые мероприятия. Вот. Но поскольку в прошлом году было достаточно много событий, которые не смогли мы реализовать наши предложения, я думаю, в этом году мы обязательно их заложим в реализацию. Это у вас еще полностью уже не сформировано, да? У нас вообще по структуре изначально закладывалось 811 человек. Сейчас у нас вакантов около 50. Да, то есть, в принципе, когда уже вопрос решится о дальнейшем проведении конкурсного отбора, еще на 50 вакантных мест граждане Крымской Республики могут смело претендовать. Воспользоваться можно случаем как раз пригласить граждан. Да, конечно. Принять участие. Конечно. Да. Девушек в том числе. Да, очень хотелось бы видеть наших девушек. Вот в одно время, помните, стали появляться это несколько лет девушки-гаишники, это было очень приятно, и говорили, что тогда коррупция намного снизилась, потому что были, наверное, устойчивые к этому, и потом почему-то наших девушек на дорогах мы уже не стали видеть, наших гаишников. По несению службы. Ну, знаете, значит, это должна быть защита. По МВД нужно увеличивать представленность. Не потому, что женщины не берут взятки. Это, конечно, недоказанная просто вера наша, какие-то эти. Но потому что это так и должно быть. Если мы хотим очеловечить милицию, чтобы было больше вежливости, да, на улице, на дорогах, если мы хотим больше чуткости, больше психологии, женщин должно быть больше в милиции, и нужно преодолевать все препятствия, там, в том числе психологические и так далее, убеждать тех же самых девушек, да, не бояться и подавать на конкурс, и как не из патруля, да, начинать. И то, что у нас есть заместитель начальника патрульной милиции, женщина, да, это должно быть символом, сигналом для других тоже не бояться идти. У меня вопрос к вам обоим. Проект был задуман хороший.
Он как бы уже начал, да, реализовываться. А вот есть ли угроза, что этот проект может быть стать провальным, да? Вот то, что происходит сейчас у нас в стране, что нужно, чтобы продолжить реформу, чтобы вот этот проект не провалился? Какие должны быть последующие шаги и какая роль гражданского общества в этом? Ну, во-первых, политическая воля должна вернуться. Честно говоря, ну, вот, там многие критикуют там президента и бывшего, я имею в виду. И есть за что. Но то, что был интерес, это давало определенный с его стороны внимание, да, это как-то дисциплинировало всех, и что-то было доведено до конца. Сейчас вот какой интерес есть со стороны, ну, выборы, я понимаю, должна вернуться политическая воля. Потому что если не будет политической воли и контроля со стороны руководства страны, то это все может быть сведено на нет очень быстро, притом за полгода. Финансовый вопрос, он должен быть постоянно решаться, и мы постоянно должны сотрудникам давать достаточный уровень заработной платы, и техническое оснащение в том числе. Ну и вообще, это наша идея, моя личная идея фикс. Надо ставить вопрос, чтобы вся модель, она сейчас рассогласована. Есть патруль, такой более прогрессивный, и надстройка ГОБДД, то есть ГАИ. Вот хотели избавиться от недостатков системы ГАИ, но оставили в подчинении системы ГАИ. Но это не есть правильно по многим причинам. Поэтому вопрос этой надстройки надо ставить. И последнее, надо все-таки будущему руководству страны, парламент и так далее решать вопрос настоящей кардинальной реформы всей правоохранительной системы, потому что очень сложно реформировать что-то вот в отрыве от всей системы. И если это произойдет, тогда и патруль будет эффективен, и стабилен, и вообще мы получим новую милицию или полицию в Кыргызстане, и люди будут просто довольны и рады этому, я уверен. И роль гражданского общества? Роль гражданского общества здесь, как говорится, первичная. Да? Мы должны задавать тон, мы должны требовать, мы должны предлагать решения, мы должны в какой-то степени контролировать, да? И говорить правду, но где-то помогать. Вот как бы, ну, по крайней мере, наша позиция, да, наша организация, мы не занимаемся огульной лишь критикой с утра до вечера. Кто-то это делает, дай бог. Но и предлагать, где-то поддерживать, и ни в коем случае не мочить просто, да. Если кто-то что-то делает хорошо, но есть и недостатки, не думать только, что все плохо, и говорить о том только плохом. Потому что если говоришь ребенку, что он дурак постоянно, и только дурак, а все его хорошие моменты не замечать и не подчеркивать, то он, к большому сожалению, останется дураком. Также и с любой службой. Есть хорошие вещи, давайте об этом открыто говорить. Есть недостатки, давайте об этом открыто говорить. Хорошо. От вас. Мне хотелось бы сказать, конечно, поскольку за этот период времени уровень доверия именно к патрульной милиции более-менее возрос, я считаю, что вот мое мнение, пока не пройдут выборы основные, то, что у нас сейчас запланировано на 10-е, сложно что-то говорить. В первую очередь, конечно, должна быть политическая воля. Но оговорюсь, что руководство страны, оно не будет интересоваться отдельно патрульной службой милиции. То есть это в первую очередь мнение граждан. А мнение граждан должно быть конструктивное, с критикой, но как есть на самом деле. Потому что, видите, у всех наших граждан разное мнение. Есть положительные отзывы, есть отрицательные. И ту объективную оценку, как руководство страны, депутаты или вот руководители первые, они узнают только от населения, от той позиции, о чем говорит гражданское общество. Поэтому ваше мнение, то, что вот вы говорите, наверное, как один из показателей, будет ли дальше существовать патрульная милиция. Ну, к сожалению, наше эфирное время заканчивается. Я благодарю вас за участие, за то, что смогли выделить время. И я думаю, что сегодняшняя наша беседа прошла очень интересно, были вопросы. И я думаю, что наши зрители на многие вопросы получили ответы. И еще раз хочу представить наших гостей. Тимур Шайхутдинов, общественного ведения «Гражданский союз», член отборочной комиссии, член, бывший член отборочной, получается. Но пока этот вопрос еще остается открытым по Бишкеку, да, член рабочей группы по реформированию, а также Ахмедгалиева Джилдес Мелисовна,
заместитель начальника управления патрульной службы милиции города Бишкек, полковник милиции. Спасибо вам за участие. Всем спасибо и хорошего дня.